Добрый день, уважаемые эксперты и участники Республиканской научно-практической конференции. Меня зовут Чемпосова Анжела. Я ученица 7 класса Черкесской средней общеобразовательной школы имени Платона Алексеевича Аюнского. Представляю вашему вниманию свою исследовательскую работу на тему гнездования дрозда сибирского Харачат-Чиганер на территории села Черкех Татинского улуса. Актуальность данного исследования связана с тем, что продолжительность насиживания и пребывания птенцов дрозда сибирского в гнезде на территории Якутии остается малоизученной. Согласно исследованию Сидорова Бориса Игнатьевича, кандидата биологических наук, доцента, приведенного в справочнике определителей, знаете ли вы птиц Якутии. Предметом исследования является птица семейства дроздовых. Объект исследования – дрозд сибирский. Цель исследования – наблюдение за периодом гнездования дрозда сибирского на территории села Черкех Татинского улуса. В связи с поставленной целью были определены следующие задачи: найти и изучить материалы о дроздах, определить вид исследуемого дрозда, выявить сроки строительства гнезда и какие именно материалы используют для его строительства, изучить сроки кладки яиц, их цвет и количество, исследовать сроки и процессы высиживания яиц, а также выкармливания птенцов, проследить за тем, когда именно птенцы покидают гнездо, методы исследования, наблюдения, сравнения и анализ. Дрозд сибирский. Птица из семейства дроздовых отряда воробьинообразных. Длина тела от 20 до 25 см. В процессе наблюдения мной велся дневник наблюдения, данные которого будут использоваться в практической части работы. Период наблюдения с апреля по июнь 2023 года. Время наблюдения с 10 часов утра до 23 часов вечера. Ночью и ранним утром наблюдения не велись. Прилет птиц был отмечен в начале апреля, примерно с 1 по 10 апреля. Начиная с 1 апреля по 10 дрозды очень близко подлетают к двору и садятся на дворовые сооружения. На данном этапе был определен вид дрозда, дрозд сибирский, так как внешний вид самки полностью соответствовал описанию самки в справочнике определителей. Самка и молодые сверху оливковато-бурые, снизу белые с широкими поперечными бурыми пестринами. В работе приведена фотография самки, сделанная с близкого расстояния. С 15 апреля по 10 мая 2023 года отмечено строительство гнезда. По наблюдениям, это у них очень долгий процесс, который занимает от 20 до 25 дней. На данном этапе можно отметить особенность. Местом для гнезда было выбрано сооружение для умывания, хотя рядом был небольшой лиственничный лес. Гнездо построено из былинок, скрепленных землей, а внутри выставлены листья и тонкие травинки. И все это соответствует описанию гнезда, приведенному в теоретической части работы. Высота 8 см. 16 мая гнездо полностью достроено. 17 мая обнаружено одно яйцо. Цвет голубоватый с крапинками. Длина 2 см 7 мм, ширина 2 см и 1 мм. И так далее до 21 мая. Итого вкладки мы имеем 5 яиц. В период с 17 по 30 мая самка высиживала яйца, периодически оставляя их на небольшой промежуток времени. Можно предположить, что она улетала на кормежку. 1 июня вылупились 2 птенца. С опозданием на второй день 2 июня вылупились еще 3 птенца. Таким образом, все 5 птенцов вылупились. На 14 день 2 птенца, на 15 день 3 птенца. С 3 июня по 13 июня наблюдалась активная кормежка птенцов, как самкой, так и самцом дрозда. 13 июня у птенцов появилось оперение, сформировались хвостик и крылья. 15 июня все 5 птенцов покинули гнездо. В 2022 году также мною было произведено небольшое наблюдение за дроздом сибирским. Это наблюдение положило начало моему исследованию. Гнездо было построено на ветке ели во дворе возле жилого дома. В кладке было обнаружено 6 яиц, но в начале вылупления один птенец выпал из гнезда. Самка его вытолкнула, возможно, потому что он был болен, либо был слаб. Это пример естественного отбора. В заключении проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Определен вид исследуемого дрозда – это дрозд сибирский, что подтверждается полным соответствием описания дрозду самки дрозда сибирского, приведенного в справочнике определителя. Срок строительства гнезда составляет от 20 до 25 дней. Здесь подмечена особенность, потому что место для гнезда было выбрано в качестве сооружение для умывания, хотя рядом присутствовал небольшой лиственничный лес. Из этой особенности можно сделать вывод то, что идет адаптация к близкому соседству с людьми, хотя в описании дрозда сибирского подчеркивается то, что это довольно осторожная и пугливая птица. Материалы для гнезда – это былинки, скрепленные землей, внутри высланные листья и тонкие травинки.
Срок кладки яиц составляет 5 дней, в день по одному яйцу. Период высиживания 15 дней. Птенцы вылупляются через 15 дней после последней кладки. Срок выкармливания птенцов составляет 12 дней. Птенцы покидают гнездо через 30 дней после последней кладки. В перспективе я планирую и в дальнейшем наблюдать за дроздом сибирским, включая изучение роли самца в период гнездования. Спасибо вам за внимание.